Вы сказали, что вы построите дома для врачей и учителей. Насколько это реально? Ну, в бытность мэром в 2008 году мы тогда вот такие же вопросы были, что возможно ли это. Но мы начали же строить же, мы начали, это не секрет, это не секрет. Вот после того, как я это обозначил в нашей программе, что мы будем строить жилье для наших врачей, для наших учителей, не для работников правоохранительных органов. Почему для правоохранительных органов тот же Атамбаев строил, тот же Хурманбек Бакиев строил, тот же Сооронбай Шарипов строил? Это для того, чтобы, я не знаю, может быть, чтобы вот эти люди, которые работали в правоохранительных органах, чтобы они как-то им помогали власть сохранить, что ли. Но за все это время, да, не только вот за все время нашего государственности, да, за 30 лет. Вы спросите, вообще страна строила жилье для учителей? Нет. Только при Тюлееве мы начали строить и отдавать дань свою тому, чтобы наши учителя, наши врачи, наши получали за свой труд, который они посвятили нашей муниципальной работе, которые получают зарплату от 5 до 7 тысяч сомов, которые после того, как 60 лет им будет, их просто выбрасывают на улице. И эти люди, работая столько лет, они потом выходят на пенсию, там 3-5 тысяч. Это разве справедливо? Я думаю, построили дома им? Я им построил, да, мы начали строить. Вы не забывайте, Тимофей, что я работал всего год и 9 месяцев. И впервые мы начали не только учителям и врачам квартиры отдавать, мы впервые начали людям, которые стояли в очереди за 70 лет. Даже Иосиф Виссарионович им не дал эти квартиры. Но мы тогда начали эти квартиры давать. И зная, как это делать, и зная, где деньги найти, и мы в программе заложили, что мы начнем, наконец-то, если город, горожане поддержат. И сегодня не только тебе, но и ко мне очень много вопросов. Очень многие медики хотят, очень многие учителя хотят просто встретиться, просто мне посмотреть в глаза и сказать, потому что мне звонят же, они хотят просто прийти и показать, просто посмотреть мне в глаза и спросить, точно будут квартиры? Я говорю, да, будут. Об этом я не скрываю, и это не популистические какие-то лозунги, и они верят мне, и они верят. Я надеюсь, что мы 11 числа, наша партия Ахбата номер 19, мы наконец-то выиграем выборы, и горожане, и учителя наши, и врачи начнут получать эти жилья. А можно будет узнать, сколько домов и где были построены для врачей и учителей? Мы начали в Джале строить, мы построили первый год, по-моему, на Сухебатора один дом, 100-квартирный, по-моему, 96 квартирный. И в Джале, по-моему, 3 квартиры. И плюс еще, по-моему, 2 квартиры по ипотеке. Ты знаешь, Тимофей, что ипотеку в 2008 году создал еще Тулеев. Это потом, через 10 лет только государство начало строить. Мы вели, это мэрия, муниципалитет, в 2008 году мы начали строить ипотеку, вели ипотеку. Ипотека гарантом выступала не банки, которые процент 8%, а без процента мэрия Бишкека, без процента мы выдавали через ипотеку отдельные квартиры. С госбюджета? Конечно. В планах сколько домов? Что касается, вы знаете, Тимофей, сегодня в городе столько денег мимо уходит казны, столько людей, которые мы в свое время оставили для будущего поколения, да, 183, по-моему, или 185 гектаров земли. Для чего? Ну, чтобы южная магистраль, которая вообще не тронутая была, мы его не тронули, мы утвердили ПДП, план детальной планировки, и мы его ждали, хороших инвесторов.
Я сейчас вижу, да, что эти земли разбазарены. И здесь надо смотреть, вообще ревизию делать, потому что очень многие компании за 10-12 лет, знаешь, сколько квартир они задолжали, если честно сказать, потому что многие, приходя туда, просто их крышевали, просто деньги отдавали, просто разбазаривали. Подождите, компании задолжали кому? Городу? Как понять Ну, задолжали? как? Берут землю, Так. потом говорят, что 30% бесплатно берут землю. Если у Бесплатно города берут. такое как бы правило, Так. берут землю, и 30% после того, как они ведут дом в строй, они обязаны 30% вернуть городу. Городу Да. это... Если 100 квартир построено, 30 квартир, счет земли они обязаны городу передать. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то что-то передал. Все последний момент просто тупо кидают. И если мы и наша партия, мы придем к власти, я уверен, квартира в 150-200 мы только оттуда вытянем. Подождите, как кидают? У мэрии есть целый юридический отдел. Можно подать в суд. Они В судебном, судятся, они в судебном годами порядке судятся забрать эти 30%. Вот. Подождите, Тимофей, еще раз. ты знаешь, чтобы, вот, для ясности для меня. Стройкомпания приобретает у города землю и по условиям не говорит, вот мы приобретают, а берут в аренду. хорошо, берут Да. в аренду землю, говорят, мы строим дом, где 100 квартир, 30 квартир из которых мы передаем городу, город в свою очередь передает врачам и учителям, бюджетникам. Стройкомпания строит дом и просто не отдает мэрии. Ну, Вы конкретные случаи есть, знаете? Их миллион. Есть иранские компании, которые открылись, есть турецкие, которые компании открылись. Построили дома, раздали квартиру и сами ушли. И все. Таких море, миллион случаев. И сегодня город судится, понимаешь, судится уже задним числом. То есть считай, что бизнес лоханул наш город, как бы, да. А мы в свое время мы контролировали. Мы Аквода, вот этих многоэтажных домов мы не давали разрешения. Это было В эксплуатацию не да, разрешали, это было пока не отдашь. Это было мое распоряжение, где была команда ИГРС, где была и контроль, чтобы они не принимали пока дом, пока они не рассчитаются с мэрией. Вот я знаю, вот в моем примере, я вот знаю, в Джале вот 2 дома строилось, вот мы их хотели тоже нас кинуть, но мы их заставили, договор заключили, да, и потом я понял, когда вот мы ушли, эти квартиры они банально кинули, короче. Или они развелись с мэрами, непонятно, да. Вот такие вещи происходят, да. Да, я не удивлюсь, если там часть квартир выплывет у детей чиновников или у их родственников. Сколько квартир, говорите, можно вернуть таким образом? И если сейчас ревизию сделать, да, вот, минимум 150-200 квартир, это минимум можно сейчас вытащить. Из действующих элит? Да, из действующих, которые построены, которые еще не сдали, понимаешь, можно их вытащить, потому что, да, действительно, просто бизнес лохует город, бизнес просто кидает город, и чтобы не лоховали и не кидали, должен быть просто нормальный хозяин, который будет болеть за город, который будет болеть за горожан. А когда мэры меняются как перчатки, да, когда один мэр пришел, он не знает даже суть дела, там 2-3 месяца, год отработал, и потом его просто снимают, да. Я думаю, так и вот тот беспредел, который сегодня продолжается, он и дальше будет продолжаться. Помимо вот этих квартир, которые можно вернуть на баланс города, вы планируете построить новые дома? Если да, то сколько? Конечно, конечно. Ну, я не могу... Город большой, врачей много, учителей много. Я не могу это сказать, сколько-то. Вот я надеюсь, что когда мы придем, я официально объявлю о том, что когда бюджет будет заложен, я официально это объявлю. 5-10 квартир. Но наши врачи и учителя, я уверен, они будут получать эти квартиры. И те люди, которые сегодня стоят в очереди, они тоже будут получать квартиру. Я еще слышал, что вы строили дома для ветеранов Великой Отечественной войны в то время еще. Сейчас, наверное, их осталось совсем мало. Ну, я уверен, что они получили эти квартиры, по-моему, 69 квартир.
Я даже тогда, это был нонсенс, ну как для города, для вообще для всей страны это была новость, потому что никто, ни в республиканском масштабе, даже правительство как бы не выделило им ни квартиры, а тут мэрия строит именно для ветеранов квартиры и выдает им эти квартиры. Это был просто для того времени, 2008 года, когда мы им давали эти квартиры, они же плакали же. Потому что они не получили эти квартиры даже при Сталине, Хрущеве, Брежневе, да, при Трудоходе Усубалевиче, но они получили при Тюлееве. И я получил замечание от президента о том, что почему я не поставил в известность администрацию президента и его, а самовольно начал как бы строить жилье для ветеранов. Я тогда им объяснил, что это как бы наш долг. Я не знаю почему, пусть другие мэры как бы, и губернаторы думают, как им дома это отдать, но факт то, что я сегодня, будучи мэром, все 69 людей, которые стояли в очереди ветеранов, мы им выдаем квартиры.